Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку прогноз на события следующих 7 дней. Посмотрим, что вас ждет и что вам по судьбе. Если тема интересна, присоединяйтесь, загадайте на себя, а я зажгу нашу свечу желания. Загадывайте желание, и пусть оно поскорее у вас исполнится. Так, убираю назад. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересная ситуация. Смотрите, напор, энергия. Как-то неожиданно, непредсказуемо будут развиваться события, причем начиная от малых до великих. Много сюрпризов, много даже каких-то как подвохов вас будет ждать. Но, тем не менее, вы свой путь осилите. Я вижу, что вы прям пробивать будете стены к своей цели. И вот что задумали, что решили, либо что для себя хотели, то обязательно и получите. Вижу, что вас тут пытаются остановить, сдержать, может быть, удержать даже от каких-то действий, шагов. Но вы принципиально никого не замечаете, не видите. И вот как стрела летите к своей цели. Так, ну давайте по порядку. Неожиданностей много, какие-то, может быть, даже ваши просчеты, либо вы на кого-то надеетесь, да, а люди могут, пятой точкой к вам поворачиваться, да, такое тоже иногда бывает. Да, люди будут проявлять свою внутреннюю, эту скрытую суть. Разочаруетесь в ком-то, по крайней мере, вот парочка у меня здесь, в которой вы разочаруетесь, то есть 2 человечка, кто очень себя некрасиво поведет, либо, знаете, как говорят, отморозится. Вот вы ждете, вы надеетесь, люди пообещали, а ни слуху, ни духу, ни ответа, ни привета. Такое может быть. Либо человек, например, даже специально может саботировать, как в отместку. Да? Вы, значит, претензию, а человек вам в ответ 10 претензий. Такое тоже может быть. Ну, в принципе, не страшно. Не страшно, неприятно, да, неприятно, я скрывать не буду. Но, тем не менее, лучше узнать сейчас, что эти люди неблагонадежные, да, чем потом в будущем в чем-то крупном потерпеть фиаско из-за этих людей. Так, вы полны сил и энергии, у вас прям такой боевой настрой, вперед и только вперед, и тут, извините, вы никому не уступите свой путь. Либо вас уже довели до такого состояния, либо наоборот, вы выходите из спячки, вы чувствуете вот этот положительный, сильнейший заряд энергии, и вот хочу и буду, хочу и буду. Чем сложнее задача, чем труднее ваш путь, тем вы с большим азартом беретесь за это дело, либо ступаете на эту дорожку. Так, будете тут людей поражать, восхищать и станете объектом зависти. Вот этого скрывать не буду. Здесь какая-то вон дамочка прям обзавидуется. До слез будет завидовать, понимаете? Даже вот прям так и признается, что а вот я тебе завидую, либо я не могу, как ты. Да, вот есть такое чувство у меня на душе. Но эта женщина, она с вами постоянно на контакте. Может быть, работаете вместе, может быть, дружите вы с этой женщиной. Но она вам честно признается. Да? Признается. Тут, знаете, как двояко. Да? С одной стороны комплимент, а с другой стороны знать, что близкая коллега либо подруга завидует. Я так скажу, удовольствие не из самых приятных. Вы уж там с ней как-то поговорите, либо скажите, я и тебя научу, как стены пробивать, да, ты главное не завидуй. Вот, смотри на меня и бери пример, и у тебя все получится. Так, здесь у вас сердечки, прям 3 сердечка с левой стороны. Либо трижды вам кто-то признается в любви, либо вы узнаете, что 3 разных человека к вам испытывают
чувство любовной тоски. Девчонки, 2 сердечка ближе, 1 сердечко прям совсем какое-то далекое. С 3 сердечком, скорее всего, вы редко общаетесь. Вот человек на большом расстоянии с вами находится. Может быть, даже в интернете кто-то там вас тайно любит, за вами наблюдает. Эти 2 сердечка, ну, это свои какие-то, вот прям под ногами крутятся. У кого-то отыграется, что муж подойдет, чмокнет в щеку и скажет: а ты у меня огонь, да, люблю тебя. Вот, а вы ж прибалдеете. Давно такого за ним не наблюдалось. Так, могут быть также признания детей. Да? Ребенок может признаться, что мамочка, ты у меня самая лучшая, люблю тебя очень-очень сильно. Кто-то из родственников может признаться. Что интересно, с левой стороны, то есть вы этого не ждете. Да? Ничего не предвещало, они тут раз начинают все признаваться. Так, возможно, кстати, какая-то любовная переписка, либо какие-то, ну, действительно анонимные, там, не знаю, записки, смски, неоднозначные, любовного характера, либо интимного даже характера. Девочки, кто знакомится в интернете, возможно, случайно попадете на какого-то маньяка, который вот свои эти, ну, как они там называются, господи, забыла, как оно называется, да, ну, в общем, причиндалы свои фотографируют и женщинам рассылают. Да, такое тоже может быть. Но с левой стороны, что тут скажешь, левая сторона. Вот если бы справа, я бы сказала, все идеально, а вот с левой, да. Элемент неожиданности он будет присутствовать и даже какого-то легкого шока. Так, еще человечек, скорее всего, на работе, это клиент, заказчик, поставщик, но не коллега, точно не коллега. Человек приходит, уходит, либо какая-то разовая даже встреча идет с претензиями, либо, знаете, у человека язык чешется, да, настроение дурное, хочет поругаться. Вам придется этого человека, ну, не знаю, успокаивать, призывать к порядку, либо игнорировать вот эти вот крючки, которые он будет в вас забрасывать. Да? Ну, хочется, язык чешется, поскандалить хочется. А вы терпите, либо сразу пошлите, за дверь выставьте. Ну, тут по-другому никак не получится. Вот, к сожалению, с таким персонажем придется повстречаться. Так, капризный какой-то человек, либо, ну, действительно, жизнью неудовлетворенный, ну, все бывает. Главное, не принимать их близко к сердцу. Так, еще для тех, кто работает с бумагами. Бумаги, да, может быть, вы, там, не знаю, будете подавать какие-то документы. Может быть, в принципе, да, ваша работа — это собирать какие-то бумажки, что-то там подписывать, считать. Ну, такое бумажное все идет. Очень много работы и очень много ошибок. Не ваших, чужих ошибок. Возможно, вам придется львиную часть вашего времени потратить на то, чтобы исправлять чужие ошибки. Дело, конечно, тяжелое и абсолютно неблагодарное. Будете прямо из себя выходить, ну, как бы справедливое состояние. Мои хорошие, ну, не повезло. Вот не повезло, да? А может быть, наоборот, повезло, потому что если бы не ваш зоркий глаз, да, большие бы проблемы ждали всю компанию, всю организацию, где вы работаете. Да, либо вы как частное лицо подаете документы, находите ошибки. Вот, может быть, эти ошибки в будущем бы вам очень дорого стоили, либо вы бы получили 100% отказ. Будете находить ошибки, будете их исправлять. Так, здесь, возможно, вот кто-то устраивается на работу, либо пойдет на собеседование, либо, ну, как испытает свою судьбу. Значит, не совсем, ну, скажем, приятное мероприятие, да, потому что вам либо предлагать что-то будут не очень приличное, либо, ну вот, как бы помягче это сказать, да, ну, вот заманивают, да, обещают все и сразу, вот всего так много-много-много. Вы приходите подписывать, например, там трудовое соглашение, а оказывается, что там этих всех профитов Гулькин мост, да, и вы такая говорите, а что такое? А где все подевалось, да? Куда вы все спрятали?
Может быть, там какие-то условия не очень хорошие. Опять же, обещали, что все будет в шоколаде, а потом оказывается, что рабочее место где-нибудь там на задворках, в холодном помещении, там, может быть, вообще на улице, ненормированный рабочий день, какая-нибудь там система штрафов, санкций. И вы такая говорите: опа, не-не-не, это не мой вариант. Зря только потратила время. Слушайте, но это не знак того, что вам не везет и все прям так плохо. Это скорее вам как наука, да? Доверяй, проверяй и наводи справочки. Читай отзывы, да? Интересуйся местом, куда ты поступаешь. Ведь мы живем в такое время, когда все про всех можно узнать. Да? Просто загуглить и все про всех узнать. Вот. Не ленитесь, наводите справки, узнавайте, берите отзывы, читайте отзывы, фильтруйте эти отзывы и понимайте, куда вы идете и насколько там, ну, скажем так, порядочные люди. У кого-то, кстати, может быть, мужчина в такую ситуацию попадет. Да? Тут мужчины вообще неприятность вышла. То есть он может пойти поработать, а ему, например, не заплатят. Либо какую-то мизерную оплату дадут. Да, человек здоровье погробит, там, время свое потратит, может быть, даже какие-то ресурсы свои потратит. А результат, он, видите, какой? Минимальный, да? Отрицательный, я бы даже сказала. Ну, такое бывает. Такое бывает, это наука идет. Наука, опыт. Важный, нужный опыт для вашего будущего. Так, правая сторона. В правой стороне у вас здесь женщина. Женщина старше, чем вы по возрасту. Она вас пытается тут защитить, уберечь. Возможно, какую-то помощь будет оказывать. А у кого-то отыграется, что и финансовую помощь. Да, денежек подкинет. Либо какими-то вкусняшечками вас угостит. Что-то для вас, может быть, купит. Если женщина-начальница у вас, да, премию выпишет, похвалу, там, разрешение на отпуск подпишет. То есть что-то прям приятное идет от женщины, которая старше вас по возрасту. Так, еще. Но здесь чей-то сын, да, потому что мужчина гораздо младше, чем вы. Хотя, может быть, у вас любовник молодой, да, такая женщина красивая, интересная, у вас молодой любовник. Здесь мальчик, назовем его так, да, парень, да, лучше говорить парень, что-то прям очень интересное в дом принесет, либо что-то интересное, красивое подарит. Это может быть как конкретный какой-то подарок, вещь, предмет, так и там охапка, огромная охапка цветов. Да. От мужчины молодого парня идет праздник, идет удовольствие, идет радость на сердце. Так, здесь кто-то за вами всю неделю как присматривает, подслеживает, справочки какие-то на вас собирает, наводит. Человек, мысль у него хорошая, да, либо он делает это с благой целью. Но то, что он делает это скрытно, его, конечно же, не красит, либо ее не красит. Возможно, вам что-то покажется, либо вы прям почувствуете, да, почувствуйте сердцем, почувствуйте что-то неладное. Пусть вас это не смущает. Да, действительно это так. За вами наблюдают, за вами присматривают, либо вами очень-очень интересуются. Цель у человека действительно благая. Пройдет неделька, может быть чуть побольше, там дней 10. И вы все узнаете. Все узнаете, все поймете. Цель хорошая. Ничего дурного не ждет. Наоборот, даже может быть какой-то прям нежданчик, сюрпризик. Приятный, кстати. Так, здесь шопинг, покупки, закупки, тяжелые сумки, ручки болят, но зато вы довольны. Что-то прям удачненько так скупитесь. Ну, сумки, я так понимаю, что это продукты будут, да, это не одежда, это не какие-то важные там ценные покупки, больше похожи на продукты. Может быть, попадете на какой-то дисконт, скидочки, прям так закупитесь, затаритесь, будете довольны. Вот придете особенно, да, все это выложите, денежки пересчитаете, стоимость покупки посчитаете, скажете: вот это я молодец. Вот это я молодец, вот это я затарилась, вот это закупилась. Прям сами себя хвалить будете. Так, обратите, девочки, внимание на этого рыцаря на таком коне. Мчится какой-то рыцарь в вашу жизнь. Мужчина на транспорте, да, приедет на машинке. Может быть, как работает он на машинке, да, либо у него своя машинка. Прям мчится без предупреждения, врывается к вам, врывается в вашу жизнь.
Если это ваш мужчина, который там в командировке, в каких-то поездках, ждите, девочки, готовьтесь, ждите, чтобы он вас врасплох не застал. Он вам то ли сюрприз готовит, то ли прям думает, вот порадую, да, порадую, вот не буду предупреждать, наскоком заскочу. Вот, готовьтесь. Просто вы как-то не ждете, либо так расслабились совсем. Представляете, приезжает любимый, а вы в масочке, либо там еще в каком-то интересном виде. Вот, чтобы не было неудобно, вам неудобно. Ну и мужчину, чтобы не шокировать, девочки, готовьтесь. Прям прискачет, приедет. Кто у меня поругался, кто поссорился, кто вот прям некрасиво разошелся, мужчина не выдержит. Девочки, не выдержит. Тут и любовь, тут и страсть, тут и ревность, страх, что потеряет вас. Прям летит в ваш дом, летит не пустой, летит и либо с предложением, либо с подарками, чтобы вы простили. Тоже, знаете, как без предупреждения вы там своими делами занимаетесь, в халатике, там, не знаю, готовите, убираете, и тут он нарисовался. Вот, так что прискачет ваш рыцарь, принц прискачет. Так, еще ключ вам большой вышел. Ключ. Но это тайна, это секрет, это информация. И также ключ — это жилище. Да? Возможно, вы сейчас ищете новый дом, новое жилье. Может быть, у вас какие-то долгосрочные планы, да, вы подыскиваете себе, ну, допустим, место, где вы сможете отдохнуть. Да? Вот привыкли вы выезжать, например, на морюшко. Ищите себе сейчас, значит, аренду. А по большому ключу точно найдете. Для кого вопрос жилья, аренды актуален, хороший вариант, хорошее решение, и прям вам все-все-все подойдет. И условия, и место расположения, там, все эти выплаты, оплаты, вот прям понравится. Но если жильем вы не интересуетесь, в эту неделю прям взрыв, прорыв информационный вас точно ждет. Информация будет поступать из разных источников, она будет разноплановой, касаться разных вещей, ситуаций, людей, обстоятельств. Честно, в какие-то моменты даже немножко мозг будет закипать, потому что уж слишком много вот давления информационного будет поступать. Но вся информация важная, вся информация нужная, все это нужно принимать, прорабатывать, осваивать. Ведь в эту неделю какие-то вот серьезные изменения произойдут. И в вашей жизни могут произойти, и в жизни людей, которые вас окружают, и в городе, где вы проживаете, да, даже в стране, где вы переживаете, либо даже в целом мире. Вот что-то раскроется, что-то будет похоже на... Ну, действительно, как вулкан, да, вулкан взрывается, извержение вулкана, но это будет извержение информации. Вот, следите за информационным потоком, пытайтесь разобраться, пытайтесь выудить для себя вот самое важное, ценное и то, что вы сможете использовать. Так, еще кто у меня в каких-то начинаниях, либо ждет какого-то результата, здесь вам информация придет как помощь, либо информация, которая ответит на ваш вопрос, даст вам подсказку, даст вам вектор направления. Тоже вот прислушивайтесь, присматривайтесь, как идет ответ на ваш запрос. Может быть, вы к кому-то обращались, у кого-то что-то спрашивали, либо какой-то вопрос вас мучил. Идет разгадка, идет ответ. Так, мои милые, на этом все. Берегите себя. Всем пока-пока.